Сегодня в Вашингтоне под руководством уйгурского движения состоялось торжественное открытие уйгурской фракции в Конгрессе США. На открытии присутствовали представители Конгресса США и большое количество уйгуров. Основатель и председатель уйгурского движения Рушен Аббас открыл заседание, сказав: «Мы боремся, потому что мы должны бороться. Пусть эта группа станет коллективным голосом». Майкл Маккол, председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей, присоединился к встрече по видеоконференции, поделился словами поддержки и поприветствовал уйгурскую группу. Выступая на открытии, президент Всемирного уйгурского конгресса Далкун Иса приветствовал создание уйгурской фракции Конгресса и напомнил всем, что коллективные действия необходимы сейчас как никогда. Китайская администрация продолжает политику геноцида в оккупированном ею Восточном Туркестане, ускоряя осуществление культурного геноцида. Китай продолжает сносить тысячелетние традиционные дома уйгурских тюрков, которые первыми в истории тюркских народов начали вести оседлый образ жизни и создали множество шедевров в области архитектуры. На видео, опубликованном в китайских социальных сетях, за которыми следит команда QHA, видно, как китайцы сносят традиционный дом, принадлежащий уйгурским тюркам. В комментариях к видео было сказано, что подобные операции по сносу домов продолжаются по всему Восточному Туркестану. То, что произошло на марафоне в Пекине, который выиграл китайский спортсмен Хэ Цзэ, оказалось на повестке дня. По поводу марафона было начато расследование. На кадрах 21-километрового полумарафонского забега, прошедшего в Пекине 14 апреля, было видно, как эфиоп Дэджине Хайлу Бекила, кенийские бегуны Роберт Кеттер и Вилли Мнангат и китайский спортсмен Хэ вместе приближаются к финишу. На кадрах видно, что Мнангат подал Хэ знак рукой, чтобы тот шел вперед, а 3 африканских спортсмена остались позади китайского бегуна до финиша. Он закончил гонку и выиграл ее, опередив африканских спортсменов на 1 секунду. Созданная в прошлом году рабочая группа по экономике и финансам между США и Китаем провели свое 4-е заседание. По итогам встречи стало известно, что обе стороны договорились обсуждать экономическую политику, поддерживающую сбалансированный рост местной и мировой экономик на регулярной основе. Утверждается, что правительство Северной Кореи импортирует цифровые технологии из Китая, чтобы тщательнее следить за населением страны и ужесточить контроль над гражданами. Сайт 38 North, на котором публикуются новости и аналитические материалы о Северной Корее, опубликовал отчет, в котором рассматриваются изменения в цифровой сфере в стране, основанный на опросах, проведенных с участием 100 граждан Северной Кореи и интервью с 40 людьми, бежавшими из страны. В телефонном разговоре с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдаллахианом министр иностранных дел Китая Ван И осудил нападение Израиля на представительство Ирана в Дамаске и отметил заявление Ирана о самообороне в связи с этим нападением.